Большим событием для жителей нашей республики стала новость о восхождении альпинистов из Ингушетии на вершину Килиманджаро. Это был первый шаг их главной цели – восхождению на высочайшую вершину мира Эверест и водружению на ней ингушского флага. Такой подарок они решили сделать нашей республике ко дню ее образования. Все эти дни, что команда находилась на экспедиции, несмотря на плохую связь, пресса упорно следила за каждым шагом альпинистов. По словам руководителя экспедиции Висана Юсупова, вершина очень трудная и восхождение далось весьма тяжело. Но благодаря сильному характеру, воле духа, настойчивости и желанию дойти до главной цели, команда в полном составе поднялась на вершину. 25 января 2012 года в 10:30 утра наша команда в полном составе поднялась на вершину Килиманджаро высотой 5895 метров и водрузила флаги Российской Федерации и национальный флаг Республики Ингушетия над этой вершиной. Почти 95% всех, кто старается подняться на вершину Килиманджаро, его всегда хватает горная болезнь. Но горная болезнь – это гипоксия, когда не хватает кислорода в мозгу, когда тысячи молотков в голове, как говорится, стучит. И поэтому, конечно, было очень сложно. Тяжелая вершина. Команда в составе 9 человек. С нами был еще Вадим Назаренко, это наш старый друг, когда-то выручал нашу команду, когда мы заблудились на Казбеке. Было 9 человек. Так вот, из 9 человек 5 человек у нас были отравленные. Именно там, на этой горе, произошло становление нашей команды. Альпинизм – это тяжелый и опасный вид спорта, поскольку смертность очень большая. Но команда целый год вынашивала эту идею, и руководство республики поддержало наших героев и вдохновило на ее осуществление. Есть, кажется, внутренний стержень. То есть люди морально были готовы к совершению данного восхождения. Ну и надежды оправдались. То есть вели себя достойно, мужественно, проявили силу воли при достижении цели. Фаила Албагачиева, единственная в составе группы женщина, является особой гордостью команды. Своей ловкостью она не только не уступает мужчинам, но и где-то превосходит их. Я была счастлива, что попала именно в такую команду, что у нас гидами, инструкторами были Сергей Богомолов и Владимир Коренков. Но каждая страна, она прекрасна по-своему. Африканцы, они действительно меня поразили тем, что были настолько энергичными, вежливыми, и в обращении к нам всегда, лица всегда были улыбающиеся. А вершина, когда мы поднимались, я могу сказать только одно. Килиманджаро мне далась намного легче, чем Эльбрус. Было очень тяжело, конечно, потому что самое главное – нехватка воздуха. Кислорода в воздухе, вернее, и идти из-за этого было очень тяжело. Подъем был очень крутой, и то, что мы без акклиматизации шли, это сильно повлияло на нас, что мы все команды приходили в штурмовой лагерь, отдыхали сутки, поднимались чуть-чуть выше, спускались, чтобы акклиматизация легче проходила. А мы в этот же день, ночью, в час ночи пошли наверх, и после спуска опять вернулись в штурмовой, и оттуда пошли вниз в лагерь. Это было тяжело. Следующее восхождение альпинисты планируют совершить 10 февраля. Теперь уже группа отправится в Южную Америку, чтобы забраться на вершину Аконкагуа. Участники экспозиции уверены, что благодаря сплоченности их команды у них все получится. Танзила Куртоева, Рустам Чахкиев, Ибрагим Асканов, Вести Ингушетия.